Москва. Именно здесь, в столице Российской Федерации, Башкортостан дает старт праздничным мероприятиям, приуроченным к столетию республики. Московский международный дом музыки, Светлановский зал. Через некоторое время на этой, одной из самых престижных в мире площадок, начнется торжественный концерт «Рожденные в Башкортостане». Дома музыки, рад вас видеть, протокол Дома музыки. А мы переживали, мы думали, вы стоите под мостом. Нет, а там пробки есть небольшие. Ну что, рожденный в Башкортостане и концерт в Москве? Так точно. А почему этот концерт здесь? Ну, потому что мы, хоть и родом из Башкортостана, мы часть Великой России. Москва – столица нашей страны, и все-таки это мероприятие посвящено столетию нашей республики, одному из важных вех в истории нашего государства российского. Поэтому мы, конечно, здесь, в Москве. Я счастлив, что наши земляки и друзья Башкортостана, люди, которые нас поддерживают, которые нас работаем вместе, все здесь, потому что дружба и поддержка – это главная, наверное, задача, которая у нас стоит. Раис Фаридович, Башкортостан на карте России. Какова роль? Каков вес? Какие перспективы? Это опорный регион. С праздником. Все было красиво. Все, не прощаемся. Это опорный регион России. Уже более 5 веков, как с того момента, когда Башкирия вошла в состав российского государства, мы являемся частью России. В судьбе нашей республики отражается вся история России. Поэтому это очень большой, очень важный государственный праздник. И не зря президент России это обозначил своим указом. Ну что ж, праздничного настроения. Все. Карина Владимировна, как настроение сегодня? Прекрасное. Сегодня праздничное. Очень много улыбок в зале. Это отличительная черта. Но это всегда приятно встретиться со своими друзьями, знакомыми и вообще людьми, которые пришли поздравить с таким праздником. Спасибо, с праздником вас. С праздником. А что нравится, что покоряет? Чем Башкортостан особенный, другой? Удивительным чувством свободы, которую дает природа Башкортостана. Это сочетание и рек, и гор, и полей, и люди очень как-то к сердцу близкие. Мы, Башкирия и Россия, неразделимы. Как мы можем? Я рожден в Башкирии. Учелинский район, у меня родственники там живут. Вы что? Давно были на родине? Давно. Но оно всегда в сердце. Сейчас меня пригласили в новую образованную группу, которая будет заниматься как раз-таки каким-то пиаром Башкирии, башкирского языка, башкирской культуры здесь, в Москве и в Московской области. А хочется это все вытащить, потому что культура-то потрясающая, природа потрясающая. Поэтому очень хочется, чтобы это все увидели и все остальные россияне. И полюбили всем сердцем. Честно говоря, традиционно, еще с советских времен в нашей республике потенциал промышленный в том числе был заложен гораздо больше даже всех наших соседей, включая Татарстан. И поэтому сейчас пришло время их реализации. И я думаю, что Ради Фаридович Хабиров как раз тот человек, который может использовать потенциал Башкортостана, который в последние годы недоиспользован был. Плюс, конечно, поддержка и взаимодействие с федеральным центром, с бизнес-объединениями. Это даст свои результаты уже в ближайшие годы. Я думаю, каждый житель Башкортостана это на себе почувствует.
Башкортостан, да, встречает этот юбилей и самое главное, что за этим стоит? Вы знаете, все-таки столетие нашей республики – это событие исторической значимости, и президент Российской Федерации своим указом это подтвердил. Поэтому мы входим во второе столетие нашей республики с очень хорошим настроением. Республика Башкортостан – это опорный край Российской Федерации. Это сильная экономика, это очень сильный человеческий потенциал, это трудолюбивые, очень интеллектуально развитые, высокообразованные жители. Но я хотел сказать, что у нас впереди много вызовов и много задач. И мы сейчас, наша команда ставит задачу для того, чтобы дать новую динамику и новый темп развития нашей республики. Вот это, наверное, самое главное. А для чего мы проводим все эти мероприятия? Для того, чтобы все-таки поделиться с нашими друзьями, с нашими гостями, это первое. И второе, консолидировать наше общество. Мы сюда пригласили огромное количество выходцев из нашей республики, потому что я понимаю, что решать серьезные задачи, которые стоят перед нами, можно только объединив все наши усилия. Я с всей командой здесь. Участники концерта сегодня, выходцы из Башкортостана? Да, все. За исключением одной приглашенной из Испании, для того, чтобы как бы разбавить историю. Но это концерт, вот именно мы и гордимся. Почему? Что это выходцы из нашей республики. Башкортостан – это люди. Нас 4 миллиона человек и 160 национальностей. Мы исповедуем разные религии, и мы уважаем друг друга, живем в мире и бережем нашу жизнь. На сцену приглашается временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Добрый вечер, дорогие земляки, уважаемые гости. Я искренне рад приветствовать вас на юбилейном концерте «Рожденные в Башкортостане». Этой приятной встречей мы начинаем цикл мероприятий, посвященных столетию Республики Башкортостан. Башкортостан – это жемчужина многонациональной культуры Российской Федерации. Мы чтим память славных выходцев из нашей республики: Сергея Аксакова, Михаила Нестерова, Рудольфа Нуриева, Мустая Карима. Мы гордимся нашими современниками Владимиром Спиваковым, братьями Оскаром и Ильдаром Абдразаковыми, Юрием Шевчуком, Земфирой Алсу. Сегодня мы собрали вас здесь, чтобы подарить вам тепло наших сердец. Мы родом из Башкортостана, но мы часть великой страны, которая называется Россия. И, конечно, мы понимаем, что все наши замыслы, все наши цели мы реализуем только вместе, когда мы сможем консолидировать огромный потенциал Башкортостана, когда мы почувствуем
опору и поддержку всех друзей, которые в том числе собрались сегодня в этом зале. Любви, домашнего тепла, заботы, мир вашим домам. И давайте насладимся замечательным концертом. Спасибо. Райфович, гордость за Башкортостан? Да, конечно. Да. После такого концерта, ну, Концерт не знаю. чудесный, очень зрители тепло приняли артистов, поэтому очень здорово. Сейчас. Очень, просто шикарно. Спасибо. Спасибо, тепло очень приняли. Всего доброго, до встречи. Я давно так вот... Ожидали, что будет стрелять, да? Похулиганили немножко. Ну, на самом деле эмоции, Райфович. Распирает, да, это очень здорово. Но мне приятно, что приехали мои земляки. Мне приятно, что все выступили на высшем уровне. Очень я счастлив. Башкирия показала, что есть кадры, что люди занимаются искусством, музыкой. Это очень важно. Будет высокое духовное начало, будет все хорошо. Будет экономика тогда, все будет нормально. Вот что важно. Спасибо. Спасибо. С нашей стороны. Я родился в Уфе. Я родился в городе Уфе, в республике Башкортостан. И я очень рад, что я сын народа, что я сын башкирского народа. Вообще, когда я приезжаю в родной край, вот, знаете, такая энергетика еще. Когда ты оттуда произошел, вот эта энергетика, ты чувствуешь ее, когда ты приземляешься, именно сходишь с трапа самолета и идешь по родной земле, вот это вот ощущение очень приятное. Дома. Дома, да. Вот ты фактически, конечно, ты дома. Конечно, ты идешь по знакомой тебе улице, конечно же, ты встречаешь знакомых тебе людей, приятных тебе людей. Какая ваша улица родная? Родная улица, улица Гафури, где я, конечно, родился на другой, но фактически живу на улице Гафури. Спасибо, до встречи. Спасибо огромное, очень приятно. Спасибо. Райфович, ну что, теперь в Башкортостане еще больше будем растить таланты? Да, конечно. И будем гордиться Башкортостаном, будем растить таланты, будем развивать экономику, будем стремиться вперед. И как бы и самое главное, то, что мы людям обещали делать. Вот это наше главное.